Во Франкфурте уйгурская молодежь организовала демонстрацию в защиту прав человека. Уйгурская молодежь во Франкфурте провела впечатляющую демонстрацию с целью привлечь внимание к нарушениям прав человека. Демонстрация проходила под лозунгом «Геноцид уйгуров реален». Участники собрались вместе, чтобы продемонстрировать свою солидарность и поддержку уйгурам, одновременно требуя мер против принудительного труда, пыток и других нарушений прав человека. Ожидается, что подобная активность будет расти, поскольку уйгуры во всем мире продолжают привлекать внимание к трудностям, с которыми они сталкиваются в Восточном Туркестане, и бороться за свои права. Во Франкфурте в немецком институте кино и музее кино состоялось эмоциональное мероприятие под названием «Взгляд за пределы шелкового пути». В мероприятии, организованном молодежной инициативой уйгуров и культурно-информационным обществом Восточного Туркестана, приняли участие 150 гостей. Участники отправились в путешествие, посвященное эмоциональным вопросам уйгурской культуры и истории, таким как права человека и принудительный труд. Яркими моментами вечера стали впечатляющие поэтические выступления молодежной инициативы уйгуров, которые отразили страсть и надежду уйгурского сообщества. Такие имена, как Исмам Амтимин, Сила Ноян, Амина Турсун и Нуридин Абдул-Джилил тронули участников выразительными словами. Мероприятие прошло как вечер тепла и солидарности, что усилило поддержку уйгурской общины. Согласно заявлению Центра сейсмических сетей Китая, в утренние часы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, эпицентром которого был Уйгурский автономный район, а также район Акчи-Кызылсу Кыргызской автономной области, входящий в состав Восточного Туркестана. В результате землетрясения, произошедшего на глубине 11 километров, по предварительным данным, жертв и разрушений не было. Вчера в том же районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Согласно данным, обнародованным в последние недели, китайское правительство нанимает хакеров по контракту с частными фирмами. В течение 8 лет китайское правительство пыталось проникнуть в базы данных из сети связи Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Малайзии, Индии и других азиатских стран. Данные, просочившиеся в общественное достояние на прошлой неделе, также показывают, что китайское правительство работает над поиском кибермеханизмов для наблюдения за деятельностью этнических меньшинств внутри страны. Данные, просочившиеся в общественное достояние, принадлежат фирме Айсун, которую китайское правительство наняло для борьбы с киберпреступностью. Украденные данные включают записи переписки сотрудников друг с другом и методы кибератак. Выступая перед New York Times, 3 эксперта по кибербезопасности подтвердили достоверность этой информации. В столице Франции, Париже, десятки фермеров штурмовали международную сельскохозяйственную выставку, на которой присутствовал президент Эммануэль Макрон. Завязалась драка между фермерами, требовавшими отставку Макрона, и полицией. Макрон подчеркнул, что в течение 3 недель он примет представителей профсоюза фермеров и других заинтересованных сторон отрасли в Елисейском дворце. Канада и Италия подписали соглашение о безопасности с Украиной, находящейся под российской оккупацией. Таким образом, к Великобритании, Германии, Франции и Дании присоединились Канада и Италия. Лидеры Канады и Италии, которые посетили Киев с визитом в поддержку Башара Асада во 2-ю годовщину российского вторжения в Украину, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.